эфире программы «Итоги дня». Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Дарья Короленкова. Добрый вечер. Коротко о темах. Строительство Ленского моста перешло в новую стадию. Сегодня на первой возведенной опоре состоялась торжественная церемония установки памятной таблички. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях меняет режим работы в преддверии ледостава. Узнаем, как сейчас курсируют суда. Инспекторы ГИМС провели профилактический рейд в одном из самых популярных мест для зимней рыбалки в столице. В Якутии предприниматели получают реальную поддержку для развития своих туристических проектов. Узнаем, как 30 миллионов рублей помогают создавать новые туры и сервисы. В России готовят массовый переход на онлайн-оплату коммунальных услуг через госуслуги и ЖКХ. Станет ли она обязательной для всех? Узнаем подробности. На левом берегу Лены, в районе села Старая Добога, состоялась торжественная церемония установки памятной таблички на первой опоре Ленского моста. Символическое событие стало знаковым этапом реализации одного из самых масштабных проектов в истории Якутии. Подробнее в сюжете далее. Мечта якутского народа строится на глазах. Ленский мост день за днем становится все ближе к реальности. Основной этап строительства начался в октябре прошлого года. Тогда была устроена первая буронабивная свая на левом берегу. За год создана мощная производственная база на 4 технологических площадках на обоих берегах Лены. В этом году у нас появится на том берегу, на правом, еще одна такая опора. И дальше уже мы со следующего сезона пойдем устанавливать остальные опоры. Следующий сезон у нас основные события – это спуск на воду 2 кофердамов. После прохождения ледохода мы уже будем устанавливать на дно реки 2 кофердама в следующем году. Сегодня работы ведутся одновременно на 2 сторонах реки. На правом берегу уже устроено 40 свай под опоры. Продолжается сборка 2-го кофедрама для центрального пилона. Мы собрали в этом году укрупнительную сборку, произвели. Кофердам – это опора номер 10. Что значит кофердам? Это вот такая вот конструкция, которая позволяет работать вне зависимости от погодных, весеннего, осеннего паводка. То есть по технологии мы беспрерывно должны работать. Исполнителем проекта, отвечающим за проектирование, привлечение финансирования, строительство Ленского моста, выступает группа ВИС. Компания является ключевым звеном, обеспечивающим реализацию всех этапов от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию. Нам удается обеспечивать достаточным объемом финансирования проект. У нас вовлечены уже все 4 источника, которые изначально были. У нас есть и федеральные капитальные гранты, региональные капитальные гранты, есть привлеченное внебюджетное финансирование в виде банковских кредитов, и наши собственные средства тоже в проекте работают. То есть все источники вовлечены. В целом мы идем в графике. Ленский мост станет ключевой транспортной артерией, обеспечив круглогодичное сообщение между Якутском и федеральной трассой Лена. Он соединит не только 2 берега Великой Сибирской реки, но и крупнейшие транспортные магистрали – Байкало-Амурскую и Транссибирскую северным морским путем. По сути, это проект, который объединит восток и запад Якутии, связав весь Дальний Восток. Камила Михайлова, Станислав Потапов, Добога. Паромы между Якутском и Нижним Бестяхом начали курсировать по мере загрузки судна. В ближайшее время перевозка грузов и пассажиров перейдет на межсезонный график с использованием судов ледового класса и барж. Подробнее о маршрутах и ценах на перевозку в материале Лилии Бурцевой. На реке Лени сейчас закрыты переправы по направлениям Качикацы, Моксоголох, Кангаласы, Сотинцы и Алёкмин-Заречный, а также переправы по рекам Алдан, Вилюй и Амга. Причиной закрытия является начало процесса образования льда. А по маршруту Якутск-Нижний Бестях продолжают работать 11 паромов. В межсезонье их количество должно сократиться до 3. Начинают ходить в 5:30 утра, где-то в 5 часов у них начинается погрузка у первого парома, в 5:30 у них отход. И дальше каждые полчаса. Сейчас из-за погодных условий, то что река замерзает у нас, мы грузимся по заполнению. Все зависит от дня недели, соответственно, в выходные дни побольше, в будние дни поменьше легковых. В основном у нас идут грузовые автомобили, которые едут, допустим, встретить груз, принять груз, либо отвезти груз. Соответственно, грузовых побольше стало,
потому что конец навигации все-таки конец закрытия. Ну, накопители где-то, ну, не знаю, смотря от загруженности, конечно, это 30 минут обычно бывает, не знаю, 30 минут, час, наверное. Я сейчас точно не скажу, да, я вот по мере загруженности, я вот только что пришел и узнал, как бы. Ну, сейчас будем посмотреть, как все ляжет. Что касается цен, то продолжает действовать летний тариф. Сейчас для легковых стоимость начинается от 1150 рублей, для самого крупного грузового транспорта 13 100 рублей, для легкового транспорта межсезонный тариф составит от 4000 до 12 тысяч рублей, в зависимости от марки и габаритов автомобиля, за фуру до 65 тысяч рублей. Переход цен на межсезонный тариф будет введен с момента ухудшения ледовой обстановки и сокращения количества паромов. Получается, мы сопровождаем систему оплаты терминалов на паромной переправе. И на данный момент оплата производится в будках сразу же у входа на паромную переправу. Получается, и карты, и наличными сразу же тут все оплачивают, получают чеки. И уже там, когда они подъезжают к парому, загружаются работники парома, проверяют сразу же чек, производят валидацию этого. И после этого спокойно человек проезжает. Оплата происходит сразу тут на месте, и все прямо тут на терминалах. В осенне-зимний период будут работать паромы ледового класса и сопровождающие баржи, что позволит сохранить транспортное сообщение до конца октября. Лилия Бурцева, Семен Семенов, Якутск. В Якутии продолжается интенсивное ледообразование. Это довольно опасное явление на водоемах, в связи с чем создаются сезонные риски, связанные с провалом людей и машин под лед. Инспекторы ГИМСа регулярно проводят рейды. В этот раз провели на 204-м микрорайоне, где регулярно собираются любители подледной рыбалки. Вместе с инспекторами побывала наша съемочная группа. Сейчас толщина льда составляет около 15 сантиметров. Это значит, что сезон подледной рыбалки стартовал. Но даже на прочном, на первый взгляд, льду безопасность остается главной задачей. Константин Ряснянский, опытный рыбак, правила безопасности на льду знает на зубок. Правила безопасности мы соблюдаем. Правила безопасности – это не подходить близко к водоему. Мы уже смотрим, люди уходят, уже промерз, толщина льда более 20 сантиметров, он уже выдерживает. Также у нас безопасность, у нас есть специальные средства. Это если провалился веревка, специальные приспособления, чтобы на лед вылазить, и жилеты у нас еще есть. В зоне риска не только рыбаки-любители, но и дети, оставленные без присмотра, водители и люди, которые выходят на неокрепший лед. Инспекторы напоминают, нельзя забывать о правилах безопасности, чтобы избежать трагедии, и обращать внимание на знаки, которые стоят на реках. Перед тем, как выйти на лед, мы должны узнать, какая вот толщина. Самый безопасный метод – это пробуриться и его замерить. Дальше мы уже передвигаемся по льду, то есть особо рыбакам касается, заядлые рыбаки уже с собой тащат специальная такая ванночка, у них есть. Она продается, она стоит недорого, вот они с собой ванночки, то есть в случае даже провала, они прыгают в эту ванночку, получается как в маленьком таком судне. Сейчас самая опасная вещь – это забереги. То есть лед только сковывается, вода сейчас будет падать либо подниматься и будет выходить. Всего с 1 октября инспекторами организовано более 200 рейдов в сотрудничестве с МВД, районами республики и СМИ. Однако, несмотря на профилактическую работу, полностью избежать трагедий не удается. К сожалению, уже есть трагические случаи провалов под лед в Анабарском, Оленёкском и Жиганском районах с гибелью 4 человек. Перевозка населения осуществляется альтернативными видами транспорта, судами на воздушной подушке и аэроботах. Безопасным считается прозрачный лед с зеленоватым или голубоватым оттенками и толщиной для одного человека не менее 10 сантиметров. Для проезда автотранспорта не менее 30 сантиметров. Независимо от того, насколько крепким кажется лед, безопасность всегда должна быть на первом месте. Инспекторы ГИМС продолжают свою работу по предупреждению трагедий на воде и льду. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Якутск. Почти в 2,5 раза сократилось количество природных пожаров в Якутии. Такие данные приводят в Министерстве экологии региона. Значительно, то есть в 20 раз уменьшилась и площадь, пройденная огнем. Так, по словам главного специалиста Департамента охраны лесов Павла Пестерева, с начала сезона в республике было зарегистрировано 400 лесных пожаров на общей площади 160 тысяч гектаров. Это, пожалуй, лучший показатель за последние годы, отметил специалист.
действиями потушения ликвидировано 281 лесной пожар, или это 70% от общего количества. На площади 82 тысяч га, это 50% от общей площади. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток, составляет 63%. Отмечу, что данный показатель оперативности тушения первых суток является лучшим за последние 5 лет. Филиал фонда «Защитники Отечества» по Якутии продолжает поддержку военнослужащих после демобилизации, а также членов семей погибших и без вести пропавших. Так, на его учете находится более 200 инвалидов, которых обеспечивают необходимыми протезом и техническими средствами реабилитации, в том числе и для занятия спортом. Для ветеранов с ампутацией или тяжелым нарушением опорно-двигательного аппарата предоставляется адаптивная одежда. Помимо этого оказывается содействие по адаптации жилых помещений. А с 2024 года для инвалидов с парной ампутацией ног выдаются автомобили с ручным управлением. По состоянию на 20 октября в Газфонд было направлено 4 заявки. 4 автомобиля получены инвалидами. Еще 2 инвалида с парной ампутацией проходят обучение в автошколе. После окончания обучения им будет принята заявка на автомобиль с ручным управлением. Также продолжается работа согласно указа от 14 ноября 2024 года номер 968 о выплате 1 миллиона рублей демобилизованным военнослужащим, получивших инвалидность вследствие военной травмы. На сегодня произведена доплата 139 военнослужащим с инвалидностью. В Нерюнгринском районе продолжается реализация мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В республике основные региональные меры поддержки предоставляются на основании указа главы республики, которым установлены меры поддержки участников СВО. В частности, ветераны специальной военной операции имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Продолжительность санаторно-курортного лечения до 21 дня. Продолжительность медицинской реабилитации определяется медицинскими показаниями. Санаторно-курортное лечение можно получить 1 раз в календарном году. Кратность получения медицинской реабилитации определяется в соответствии с медицинскими показаниями. По линии управления социальной защиты населения и труда родителям, участникам специальной военной операции предоставляется льготное санаторно-курортное лечение в виде денежной выплаты на лечение в размере стоимости путевки, но не более 60 тысяч рублей, или авансирование 80% от стоимости путевки на территории Республики Саха-Якутия. Также участники специальной военной операции могут пройти социальную реабилитацию либо абилитацию на территории Нерюнгринского района в реабилитационных центрах ДЦП «Сувак». В постоянном представительстве Якутии в Москве в рамках Года защитника Отечества состоялась встреча актива якутского землячества с Марией Васильевной Ивановой. Она является внучкой легендарного разведчика, ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина городов Вилюйска и Мирный. Василия Давыдовича Иванова боевой путь Василия Иванова был уникален. 17 лет он добровольцем ушел на фронт, прошел через Сталинградскую битву и участвовал в освобождении Украины. Войну он завершил 11 мая 1945 года. Согласно подтвержденным архивным данным, красноармеец из Якутии был одним из первых, кто вошел в бункер Гитлера. Для нас он был очень хорошим примером мужественности, стойкости и героизма. И, конечно, он был богатый дедушка, у него было 7 детей, 17 внуков, 33 правнука и 2 праправнука. И, конечно, мы все рассказываем перед Днем Победы, ходим в школы и гордимся, потому что эта гордость должна быть у всех внуков и правнуков, так как у нас у всех течет кровь победителя. После демобилизации строил город Мирный, стоял у истоков алмазной промышленности Якутии, работал в компании «Алроса» старшим инженером. Ушел из жизни в октябре 2011 года. По мотивам биографии Василия Давыдовича Иванова готов сценарий художественного фильма. Внучка ветерана Великой Отечественной войны Мария Васильевна надеется, что в республике найдется возможность экранизации кинокартины о якутском разведчике. Василий Давыдович останавливался в селе Иловка где-то на 2-3 дня. Мне в это время было всего годок один. Тут он говорит, что «Ванюш, я тебя нянчил, ты меня помнишь?» Я ну чуть-чуть. И вот с тех пор я его постоянно думал, что
Это мой отец. Я очень рад, что его поколение, внуки о нем так хорошо отозвались, так хорошо вспомнили. И я надеюсь, что они его действительно увековечили. В России планируется массовый переход на оплату коммунальных услуг в онлайн-формате. Сделать это граждане смогут через систему ГИС ЖКХ и портал госуслуг. Соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс России подготовил Минстрой. Инициатива следует из поручений президента Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина. Главная цель – создание на базе ЖКХ единой цифровой платформы о жилищно-коммунальном хозяйстве. В настоящее время документ находится на стадии общественных обсуждений. Его окончательная редакция будет сформирована по итогам прохождения регламентных процедур. Туристическую привлекательность региону во многом формируют предприниматели. Якутия здесь не исключение. Только в этом году на развитие бизнеса в индустрии гостеприимства выделили 30 миллионов рублей. И все это благодаря президентскому национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Как меры поддержки меняют жизнь якутян, расскажет Эржен Гармаева. С высоты сопок долины Туймада видны не только красоты северной природы, но и масштаб столицы. Ставку на такой многогранный пейзаж решил сделать Илья Гаврильев. В этом году он открыл туристическую базу на Покровском тракте. Решение стать предпринимателем спонтанным назвать нельзя. Как признается Илья, мечту о своем деле он лелеял всю жизнь. Воплотить ее в реальность сподвигла программа поддержки бизнеса в сфере туризма. Случайно мне друг направил документ о том, что выделяется финансирование федеральное на постройку модульных домиков. Я начал изучать и быстренько сделал проект, направил, где я получил отказ в апреле. И потом мы вошли во второй поток. Нам объявили о том, что в декабре или в ноябре, что мы получаем деньги, и у нас остался год на постройку наших заявленных планов. В сжатые сроки Илья успел возвести 5 домов и провести коммуникации. Одним словом, сделать территорию комфортной. С реализацией проекта Илье помогала жена, Мария. Вместе с супругом было легче справиться со всеми вызовами предпринимательства, да и обустраивать уют для гостей семейному подряду сподручнее. Они продолжают делить все беды и радости, и как пара, и как бизнес-партнеры. Я веду работу с клиентами, я принимаю брони, я рассказываю про базу. Конечно, были страхи, но мы оба друг друга поддерживаем во всем. Осуществить задуманное удалось благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство». В его рамках до 2 ноября проходит конкурс проектов по улучшению инфраструктуры для путешественников. Сейчас предприниматели могут выиграть, тоже получается, поучаствовать в этом конкурсе и выиграть до 3 миллионов рублей по каждому направлению. Каждое направление – это 1 миллион рублей. Какие главные условия, что у него должно быть не менее 50% софинансирования. Только в этом году 43 якутских предпринимателя получили финансовую помощь на сумму больше 25 миллионов рублей. Туристическая отрасль движется вперед. Впрочем, как и бизнес Ильи и Марии. В следующем году пара планирует облагородить дорогу. В межсезонье добраться до турбазы довольно трудно. Дальше больше, верят супруги. Эржена Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. Трезвый образ жизни – основа устойчивого развития общества. В Якутске стартовал республиканский форум под названием «Территория трезвости». На мероприятии участвуют представители общественных организаций, ученые, координаторы добровольческих движений, также президент Международной академии трезвости и другие. По словам участников форума, сейчас идет плановая работа по пропаганде ЗОЖ. В городах и улусах организуют опорные пункты. В Якутии зарегистрировано более 200 населенных пунктов, отказавшихся от продажи алкогольных напитков. Но алкоголизм остается одним из острых проблем. Именно поэтому на форуме обсуждают новые эффективные аспекты профилактики алкоголизма. У нас в республике после того, как началась реализовываться антиалкогольная политика, у нас значительно уменьшилась смертность мужчин трудоспособного возраста. А это очень серьезная проблема, да, для всех регионов России. И мы в ДФО на сегодняшний день лучше по показателям, этим показателям в нашем федеральном Дальневосточном округе. Уменьшается преступность, а вся преступность, основная, да, тяжкая, особо тяжкая, совершается именно в состоянии алкогольного опьянения. Ну и идет такой серьезный экономический и социальный рост.
Школьники Мирнинского района получили гранты на социальные проекты и реализацию своих инициатив. Лучшим стал проект школьной велопарковки села Рылах. Финансовую поддержку получат 8 лучших молодежных инициатив района. Подробнее смотрите далее. В столице Алмазного края торжественно наградили победителей и призеров районного конкурса социальных проектов «Дети детям», проходящего в рамках муниципальной программы «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Конкурс собрал 26 инициатив от школ и центров дополнительного образования со всего Мирнинского района. Такой конкурс мы проводим с 2010 года. Цель конкурса – это поддержка школьного инициативного бюджетирования, привлечение внимания детей к проблемам социального характера. За это время было очень много замечательных проектов. Главным победителем стала инициатива школьников средней общеобразовательной школы номер 6 села Рылах. Их проект «Школьная велопарковка» получил признание жюри благодаря остро поставленной проблеме. Ребята создали решение, которое теперь получит финансовую поддержку для реализации. Посмотрели то, что в нашей школе велосипедов, к сожалению, выкидывают вон так возле ворота, возле входа. Из-за этого мы решили, что нам нужно сделать велопарковку, чтобы велосипеды случайно не пропадали. Второй проект, представленный командой из той же школы, также вошел в число лауреатов конкурса, подчеркивая высокий уровень креативности и ответственности местных школьников. Наш проект про кукольный театр «Самоцвет». Там мы хотим, чтобы он был на якутском языке, чтобы дети развивались и помнили свой якутский язык, говорили на своем якутском языке. Когда мы делали мастер-классы разные по куклам перчаточным, дети были тоже вовлечены. Мы делали разные мини-мастер-классы, и они проходили довольно-таки успешно. Всего грантополучателями стали 8 команд, чьи идеи помогли решить важные проблемы в образовательных учреждениях и сообществах. Таким образом, конкурс подтвердил свою эффективность в выявлении талантливых молодых лидеров и поддержке их стремления к улучшению окружающей среды. Анна Васильева, Мирный. Таким мы увидели уходящий день наши корреспонденты. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.